нас круглый стол очередной, обсуждаем стереотипы истории, и тема Александр Краснов, левый эсер или чувашский национал-социалист. В гостях, ну не в гостях, наверное, Сергей Щербаков. Традиционный ведущий. Да, кандидат исторических наук, ведущий сегодня у нас. Вот, сразу первый вопрос, Сергей. Слово вроде меня так немножко смутило, национал-социалист. Я вот всегда думал, что это слово, оно появилось попозже уже, после как бы в Германии в 30-х годах. Или вот это слово чувашский национал-социалист имеется в виду, действительно тогда так могли называть людей, или потом уже слово, ну, так скажем, изобретено было? Ну да, хорошо. Сразу с вопроса, это замечательно. Обязательно отвечу на него, как раз это у меня вначале и планировал про это рассказать. То есть, когда ставил такой вопрос, наш круглый стол, как раз я предпочитаю называть этот самый, как раз обсуждаем стереотипы истории. Почему? Потому что именно не ломаем стереотипы. Просто вот есть стереотип, это что? Это шаблон определенный, да? Определенная такая уже устоявшаяся упрощенная мысль. То есть я не стараюсь сломать прежние стереотипы, шаблоны, там, да, сформировать новый шаблон. Просто я ставлю вопрос о том, что давайте мы их посмотрим еще раз, найдем новые грани, что хорошего, что упустили. Ну и по ходу дела, конечно, надо уже формировать новые, конечно, стандарты, потому что которые более отвечают уже состоянию современной исторической науки, нашим знаниям, уже то, что мы освобождены от многих идеологических там основ, пут, которые раньше были в советское время. И вот назвал как раз, вот, чтобы было такое небольшое противоречие, левый эсер либо чувашский национал-социалист. Почему так назвал? Потому что в нашей отечественной историографии Александр Дмитриевич Краснов вошел как под партийным таким как же лицом, как что он левый эсер. Во всех советских учебниках он там трактуется, как именно и подчеркивается, что левый эсер. Из современных наших учебников подчеркивается, что именно левый эсер. Ну, почему так это было связано? Потому что вот я в анонсе нашей передачи указал, потому что была в советское время такая определенная формула, что в 17 году среди многих народов, и русских, и других, и нерусских, преобладали интеллигенция, пользовалась авторитетом антисоветски настроенная, то есть я откровенно антисоветская. Потом уже по ходу дела, после Октябрьской революции, начинает такое уже потихоньку советизироваться, большевизироваться, но не сразу, а постепенно. То есть такие немножко розовеют, раскраснеют, там, как же это самое. И вот этой почке левый эсер занимал как раз ключевое значение. То есть это как раз что-то там, это уже не прежний эсер, но еще при этом не большевик. То есть это очень хорошо вкладывалось вообще в традиционную картину советскую, то есть как раз вот советизация, большевизация советов, там, да, и поэтому это Краснов, ему просто вот такое значение очень хорошо ему присвоили, и он таким остался. Но в первую очередь я считаю, что он был не политический деятель, и буду сегодня это обосновывать, аргументировать, то, что он был все-таки в первую очередь национальный деятель. У нас, к сожалению, до сих пор вот еще его личность не до конца освещена, раскрыта вот национальная деятельность. Даже в чувашской энциклопедии, которая вот недавно вышла, он даже национальная деятельность практически там не пишется, только общественный деятель написано, даже не политический, а общественный деятель. И подчеркивается его на поприще в медицине, чем в национальных делах. Поэтому вот хотелось бы дополнить, чтобы наши знания об этом очень важном человеке национального движения, создания чувашской автономии. А кто же такие национал-социалисты? Нет, конечно, это термин старый, то есть в то время он широко использовался. Если вы знаете, СР – это сокращение там, от двух аббревиатур. СР, да, социалист-революционер. То есть там были еще кадеты, КД, конституционные демократы, СДКи, социал-демократы, потом кто там у нас еще там. А вот еще были НСы, как раз национал-социалисты. Деятельность их мало известна, и в 2018 году их движение начинает затухать. Но вот я специально, готовясь к нашему сегодняшнему встрече, сделал подборку документов. Это с 2017 года. То есть в России шло формирование национал-социалистического движения, то есть различных национальностей. Да, то есть в это время шли и эсеры формировали, знаете, да, и большевики, и другие различные партии, и кадеты. И было такое движение Национально-социалистической партии России. Вот, в частности, 29 мая 1917 года, то есть когда после февральской революции сразу,
в столице был созван съезд Совета национальных социалистических партий. В нем присутствовало достаточно большое количество различных партий. Это армянские, грузинские, еврейские, русские, украинские, эстонские, латышские. Чувашской там не было, сразу говорю, но об этом скажу почему. Так вот, просто они издали этот проект резолюции основной. Он утвержден не был, потому что у них очень было много разногласий, но основную платформу хотелось бы мне подчеркнуть, на чем они стояли, потому что у нас под словом национал-социалист сейчас уже ассоциируется словом фашист. Да, такой, как же это самое. То есть это благодаря нашим германским товарищам, которые... Они нам не товарищи. Но... Да в кавычках товарищи. Нет, ну товарищи, но в любом случае там просто они немножко ошибались, да, скажем так. Да, конечно, не в фашистском плане. И причем вот здесь в этой резолюции очень подчеркивается, резолюция большая, всю читать ее не буду. И вот они в частности пишут про охрану национальных прав. Это пункт номер 3 резолюции. В этом отношении национально-социалистические партии должны бороться против националистических вожделений тех партий, которые прикрываются под видом исторических прав и других соображений недемократические лозунги шовинизма или национального гнета и розни, и тем препятствует международной, междунациональной солидарности пролетариата и других трудящихся масс. То есть, видите, да, что изначально, то есть у них там, как же, в принципе, сама по себе идея там очень даже неплохая, просто каждый народ должен разбиваться по своим социалистическим правилам, с учетом как раз они социалисты, чем отличаются вот от других, там, то, что они признавали классовую борьбу. Да, то, что чем принципиально от кадетов, там, как же это самое, они там дистанцировались. Они, то есть они прям так и пишут, что вот пункт номер 1, что мы исходим из принципов классовой борьбы. Но при этом надо формировать в стране ряд таких вот общин национальных, там, как они, земств различных, коммун, там, в это не исключается. То есть они по своим по социалистическим принципам там будут строить свою внутреннюю жизнь. Но при этом сразу подчеркивалось там то, что не должно быть шовинизма ни над кем-то. Возможно, по этой причине вот это движение и не удалось. Потому что, к сожалению, не все национальные партии выдерживали такой, как же, демократический принцип равноправный. И это особо подчеркивалось. Не только в мае они собирались, вот у меня еще есть и их резолюция, когда они собирались в августе 2017 года, тоже те же самые же партии, еще дополнительно другие партии, тоже, которые принимают различные постановления о том, что как нужно устраивать дальнейшую жизнь. В демократической России, это еще до прихода большевиков, значит, к власти, инициатором, скорее всего, это были еврейские партии, потому что они, у них такие традиции. Но у них там, видать, скорее всего, это движение, как я сам понимаю, я не разбирался, еще у нас материалов по этому поводу очень мало. То есть я случайно нашел вот в одной из репрессированных, можно сказать, книг 30-х годов вот эти резолюции. То есть в 30-х годах вот эту книгу репрессировали, там сборники там как раз это по национальным движениям. Очень интересно, но это отдельная история. Почему почему она не получилась? Евреи, потому что тогда очень были раздроблены, то есть они там, кто-то большевики пошел, кто-то сюда там пошел, то есть они сами по себе, скорее всего, вот эти национал-социалисты, они просто уже либо сошли с активной политической арены, и многие там большевики пошли, там, знаете, там тоже как раз много же там по еврейской национальности людей было. И потихоньку это движение сошло на нет. Но однако же такое движение продолжалось. В частности, у нас есть свидетельство о том, что наш знаменитый Дмитрий Петров-Юман в мае того же 2017 года на съезде мелких народностей Поволжья в Казани ставил вопрос о создании Чувашской национал-социалистической партии. Я потом скажу еще, по ходу дела, когда буду подробнее рассказывать, потому что о национал-социалистической партии ставил вопрос и в 2018 году, и вот как раз применительно нашему Краснову. Вот если анализировать вообще его деятельность, его выступления как на съездах, в печати, он публицист был великолепный, то есть он много публиковался, много выступал, то, конечно, можно прийти к выводу, что его взгляды, конечно, не чисто традиционные партийные, такие характерные для левых эсер, а вот именно как раз больше как раз для национального деятеля, потому что его как раз интересовали вот именно больше национальные дела. Чтобы не быть голословным, я вот сделал подборку, там, например, в частности, в январе 2018 года на
Всероссийском Чувашском военном съезде, где он занимал ведущее место, он, подборка его высказываний, в частности, он предлагал, например, не хватало на съезд, на проведение съезда финансовых средств. То есть делегаты, там как же нужно было их размещать, кормить, и вообще просто, чтобы за аренду там тоже как раз это тоже собирали. И он предлагал, например, не спрашивать у Совета, у Совдепа деньги на это, а наложить контрибуцию на чувашских богачей. Опять-таки не на все богачей, там, да, это самое, то есть это как же по партийному принципу, там, конечно, общенациональному, а на чувашских, то есть как раз решать свои проблемы в своих же чувашских кругах. Кстати говоря, вот там же там были другие оппоненты, которые, вот Арсений Спиридонов, тоже его близкий сподвижник, он, например, говорил, что да, нет, так нельзя, надо все-таки исходить из общегосударственных соображений. То есть это, там вот он, его можно назвать уже традиционным левым эсером. Дальше Краснов, там же на съезде, советует, что в чувашских уездах, выбирая на крестьянский съезд, который проходил в Казани, крестьянский съезд, не по национально-пропорциональному принципу. То есть, если в съезде говорил, что, например, в Цивильском уезде 90% населения, то, естественно, как же это самое подавляющее большинство должно быть чуваши. Но там, вот он приводил, он сам уроженец Цивильского уезда, и говорил, что там, ну, конечно, мало чувашей, к сожалению, как он сетовал. Опять-таки, не партийный принцип. В январе, например, еще, в январе 2018 года предлагал кончить войну с немцами немедленно. Если мы помним, что вообще эсеры, и в том числе левые эсеры, стояли за продолжение войны. Да? То есть, опять-таки, что он отличался по своим положениям. Критикуют других социалистов за медленные реформы, после которых, то есть правых эсеров, которые мы считаем, что социализм наступит только через 200 лет. А большевики и левые эсеры хотят уже сейчас. То есть это уже говорит о том, что, опять-таки, немедленно решать, то есть кардинально решать национальный вопрос, ну, в том числе. А вот самое интересное, то, что конкретно, вот прям цитаты я прям взял, 15 января он, выступая с докладом по текущему моменту, вот цитата из протокола. Краснов доказывает необходимость организации национальной чувашской социал-революционной партии. Соглашается вполне насчет лояльности и солидарности по отношению к Советам. То есть он ставит вопрос о том, что создавать именно национал-социалистическую партию. 16 января, интересно тоже говорят, он выступает за то, что, за, цитата, вхождение чувашской фракции членов учредительного собрания во ВЦИК всероссийский. То есть у нас где были депутаты учредительного собрания чувашские, тоже, опять-таки, уже не по партийному принципу, все-таки, чтобы они, вот эти депутаты, не пошли не по эсеровским спискам, да, а создали свою чувашскую фракцию, и не только в учредительном собрании, которое разогнали уже к тому времени, но и вступили в ЦИК. Очень интересно, это, кстати говоря, мало, у нас неизвестно еще до сих пор, я такого еще нигде не встречал, чтобы у нас про это утверждалось. 17 января выражает желание организовать чувашскую партию эсеров. Но это, скорее всего, было связано, что он так уже сказал, что запретили, у нас разогнали учредительное собрание, и уже там, как же эти депутаты учредились чувашские, там тоже себя, и он уже говорит о том, что надо создавать чувашскую партию эсер. Хотелось бы немножко подчеркнуть все-таки о его значении в образовании чувашской автономии. Вот я тоже в анонсе указал, то, что фактически без его личной харизмы, участия, то навряд ли бы вообще для чувашей автономии и для других народов состоялось бы. Почему? Очень легко все это подтверждается. Дело в том, что после Октябрьской революции практически вся наша интеллигенция, знаете, штыки встретила большевистский переворот. Так? То есть они изначально, там, как же, вот все это Чувашское национальное общество и многочисленные другие, и военные, и офицеры, очень многие, они негативно относились, большинство, не говорю, что все, большинство негативно относились к советским преобразованиям. И в начале 18 года даже они, Алюнов, Васильев, Николаев, они участвовали во всероссийских переговорах, это правых эсер, по проведению заговоров и контрреволюции в отношении большевиков. То есть они изначально вообще занимали вплоть весь 18-й год негативное отношение, то есть и не считали. И с ними, кстати говоря, советы не хотели, то есть они всячески критиковали. Чем это вылилось, помните, там, да, это в августе 18 года, когда эсеры взяли Казань, то они как раз вступили все это в партию, на их сторону, то есть и против большевиков пошли. Были, конечно, и сторонники советов.
Но обладали ли они таким авторитетом национально представительным, чтобы Советы, чтобы центральное правительство пошло на то, чтобы услышать их требования? Если анализировать тех деятелей того времени, таких людей у нас не было. И единственным, который обладал таким непререкаемым авторитетом, стал Александр Дмитриевич Краснов. Почему? Уже летом 2017 года он сам был военным, еще артиллеристом, инвалидом, на инвалидности, он в Казани находился. Он был председателем Казанского Чувашского военного комитета. И ему подчинялись очень достаточно многочисленные чувашские подразделения, то есть роты, которые формировались, но они пока еще не сформировались, но, по крайней мере, шла такая консолидационная работа такая, что по формированию своих национальных подразделений чувашских военных. И он занимал большой ключевой авторитет в этом отношении. Его комитет размещался в Казанском Кремле, в очень, скажем так, ключевом месте в городе Казани. И когда начались Октябрьский переворот в Казани, а он, знаете, что он ведь раньше начался даже, чем в Петрограде. Да, помните, потому что зная, что сейчас готовится этот переворот, большевистский или левоэсеровский, то есть эти сторонники прежней власти, они пытались арестовать основных деятелей и начали поднимать, и те начали, Грасиса в частности, они пытались арестовать. И сторонники советской власти начали поднимать свои войска, поднимать для того, чтобы это не совершилось. И фактически началось уже Октябрьский переворот у нас в Казани. То есть это еще как раз параллельно, не только параллельно Петрограду, а даже немножко задолго до этого. И в Кремле был известен то, что в Казанском Кремле эти кадеты и офицеры, прежней армии, конечно, не царская уже она была, они пытались блокировать сторонников советской власти, большевиков. И как раз Александр Краснов, у него были подразделения 240-го пехотного полка, который в Чувашии, и он вывел свои полки для того, чтобы защитить, чтобы эти кадеты не смогли свой план реализовать. Этим он заслужил огромный авторитет в Новоказанском губернском совете. С Карлом Грасисом, о котором я говорил, он был председателем революционного штаба Казанской губернии. Яковом Шейкманом, председателем Казанского совета, губернского совдепа. То есть у него были очень хорошие отношения, такие личные, и очень с ним считались. Он потом, кстати, когда капитулировали кадеты, он был членом ультимативной комиссии, которая как раз представляла, чтобы сдались эти сторонники прежней власти. И когда первые преобразования начались, с ним очень шли активно переговорные процессы. В отношении, например, мусульманского населения города Казани, там, потому что они они формировались не по национальному принципу, они себя мусульманами себя называли. Это, знаете, что название татары прижилось уже в 20-е годы, начало активно внедряться. А тогда всегда все эти их организации называли мусульманскими, поэтому я так и буду называть. Это подразумевается, конечно, татарские. У них не было таких отношений с Казанским советом. То есть как что-то было немножко, но такой массовой поддержки не было. Марийцы там тоже формировали свои подразделения, но у них, конечно, просто такой массовости не достигло, как у чувашей и у мусульман. И поэтому Александр Краснов стал таким как раз национальным деятелем, который активно участвовал в первых месяцах работы Казанского губернского совета. И он влиял на эту деятельность, очень значительно влиял. То есть в декабре, когда проводился третий крестьянский съезд Казанской губернии, он как раз настоял о том, чтобы там вынесли отдельную резолюцию по национальному вопросу. То есть, то, что как раз он продвигал этот вопрос. В декабре 2017 года же председатель Казанского совдепа Яков Шейкман организовал специальное совещание представителей различных, и он в нем принял активное участие. То есть чувашей представлял он. Мусульман представлял Султан Галиев, знаменитый. И они там как раз вопрос, какой там вопрос стоял? Казанские совдепы, эти левые эсеры, там в основном были левые эсеры и большевики, они были обеспокоены планом мусульман создать Волжско-Уральский штат. И поэтому начали в то время разрабатывать свой проект Волжско-Уральской Советской Республики. То есть построено уже не по национальному принципу, а общее такое наднациональное такое образование. Им нужна была поддержка деятелей национальных. И Александр Краснов оказал эту поддержку. Султан Галиев, конечно, тоже высказал свое положительное мнение, но в то время Султан Галиев, он все-таки
был не настолько, скажем так, значимым человеком, как же это самое. И потом уже другая появился мусульманский комиссариат, это в Петрограде, который уже руководил, а у них уже было другое отношение. То есть вот кто из национальных деятелей, кто поддержал Казанский проект, это были как раз именно, был именно это Александр Краснов. И если бы не оказался бы он в то время в том самом месте, то у нас бы просто бы не сложилась бы смычка чувашского национального движения и советской власти, новой советской власти. Встали бы просто в оппозицию, ждали бы, когда же наконец-то рухнет, но история там говорит о том, что она все-таки не рухнула. Да, и были бы обречены на противостояние. Ну, и когда бы уже победил бы советская власть, то диалог был бы вести уже невозможно. Потому что с ним сказали бы, вы выступали против советской власти, с вами, у вас там много там, что нечисто, там, да, и революционных заслуг, собственно говоря, у вас нет. А тогда революционные заслуги имели большое принципиальное значение. Поэтому в образовании чувашской автономии в дальнейших действиях, вот это действие, поступок Александра Краснова, когда он вывел свои войска в Казани, это 24 октября 2017 года, сыграли большую решающую роль чувашской автономии. А почему я говорю, что для многих других народов России? Потому что у нас тоже существует такой стереотип, что Ленин давал всем автономию, всем народам, но это не так. Я уже неоднократно по этому поводу высказывал. Там шло практически в целях и по необходимости. И вот кто первый, то есть мусульманские, конечно, практически цели, там, конечно, да, там бесспорно, там уже с ним считались, с ними давали, а вот других народов о них вопросы не ставили. И именно благодаря Александру Краснову он фактически настоял на том, чтобы другие народы могли принимать участие в национальном строительстве. Это и чуваши, и марийцы, и удмурты, мордва. А потом по такому же принципу создавали и автономии для Северного Кавказа, для Сибирского региона и так далее. То есть в этом отношении, конечно, заслуживает вообще отдельное исследование в отношении роли Александра Краснова в национальной политике, какую он роль сыграл, потому что часто бывает объективный, конечно, фактор влияет, там, да, но в частности вот это стало и проявлением объективного, и субъективного, то есть момент такой сошел. Не нашлось бы никаких авторитетных других людей, которые бы смогли бы вести вот так вот на равных, вот поехать к Сталину и указывать ему, что мы вот такие, да, мы заслужены, извольте нам дать то, что мы требуем. Ильмень в то время еще был простым левым эсером, депутатом Ядринского совета. То есть он не обладал таким большим статусом полномочий. Конечно, свои достоинства были в период Первой русской революции, но вот именно в 1917 году он пока не мог не обладал таким. И потом я уже, как раньше говорил, что Ильмень фактически только уже заканчивал то, что пытался закончить то, что не получилось у Краснова. Так что вот значимость вот такая вот. Теперь, кто он такой? Итак, он уроженец наших территорий. Он родился в деревне Иваново Цивильского уезда, это сейчас Янтиковский район. Учился в Симбирской учительской школе, в 1905 году поступил. Был в одном классе, кстати говоря, с Ильменем, Константином Ивановым. Был в том самом как раз революционном вот этом классе, который объявил забастовку, писал петиции, вывешивал красные флаги в 1907 году. Но он до этих событий там не дожил, он, видать, уже за свои выступления, еще в 1906 году, до этой петиции, знаменитой, которая была в 1907 году, его отчислили из школы. Ильмень продолжил там с Ивановым, их в 1907 году отчислили. Да, то есть, они были одноклассниками, там как раз у него были такие проблемы. После этого он пытался поступить в Казанскую учительскую семинарию, но уже с таким уже волчьим билетом, тогда знаете, как же там давали, что таким поступить невозможно было. И он начал работать разнорабочим, то есть в разных местах, то есть он как раз уже формировался не как традиционный крестьянин, а уже как какой-то пролетарий, наверное, уже, да, то есть он работал и на железной дороге, работал на отхожем промысле там, в Пермскую губернию и так далее, то есть он был уже такой полупролетарский, то есть человек образованный, конечно, и уже такой уже оторван от своих крестьянских корней. Но однако крестьянского выражал. Дальше потом в 1912 году у него пришла очередь идти в армию, он пошел в армию, был артиллеристом. Когда началась война, Первая мировая, тоже принимал участие, где он, по одним сведениям, он там заболел, тяжело, инвалидность получил, но при этом находился на службе. А также у него было ранение в ногу, то есть он был
По этой причине он был отправлен у себя, ну, в Казанском гарнизоне принимал участие. После февральской революции он принял в организации Казанского совета. То есть как представитель от солдатской секции, он сначала был членом экономического подсекции, то есть это контрольно-ревизионной солдатской секции Казанского совдепа. Потом уже входит в исполком крестьянского совета, потихоньку высаждение. То есть он уже крестьянский совет, он в Казанском в совдепе имел ключевое значение, потому что рабочих было мало, и крестьянский совет тоже был членом исполкома. В июне 2017 года он становится, как я уже сказал, председателем Казанско-Чувашского военного комитета, и потом принимает активное участие в так называемом процессе национализации войск. Осенью 2017 года шел активный процесс. Ну, вообще по всей стране, конечно, создавались национальные подразделения, то есть это было широко распространенное явление. Вопрос стоял о том, что формировать свои чувашские подразделения. Принимал большое активное участие в этом, заслужил большую популярность. Что интересно, осенью 2017 года шла выборная кампания во Всероссийское учительное собрание. Если вы помните, что чуваши выставили свой общечувашский национальный список номер 1, да, по Казанской губернии, и как раз общий чувашский список, почему он назывался общечувашский, потому что он объединял и СССР, и в том числе и военные организации, то есть это представлены были военные организации. Когда формировался этот список, то есть обсуждался, то военные требовали о том, чтобы Александр Краснов вошел в этот список под номером 1. То есть это было условие для того, чтобы казанский чуваши Казанского губернского гарнизона поддержали, то есть военного округа, Казанского военного округа поддержали, а военный округ входил 11 губерний. Это как у нас есть федеральные округа, то есть это не только одна Казанская губерния. Чтобы его поддержали, у них было требование, чтобы Краснов был в списке номер 1. Дальше потом, в сентябре утверждался этот список, и там произошел серьезный конфликт. То есть на это собрание собрались большое количество депутатов из разных областей, то есть были национальные организации, крестьяне, солдаты представлены. И Чувашское национальное общество начало продвигать своих депутатов. У нас общеизвестно уже, они же создали свою резолюцию, что в нее, чтобы вошли это Алюнов, Семен Николаев, Иван Васильев, Сергей Павлов и так далее. То есть у них там был свой список. И они наставили на то, чтобы, естественно, а там же очень важно, кто станет номером 1, да? Потому что по партийному списку, когда голосуешь, что это имеет принципиальное значение, потому что чем будет, сколько голосов, столько получат депутатов. И они наставили, естественно, хотели стать, чтобы их Чувашское национальное общество попали туда депутаты. Краснов там выступил. Почему так? Мы договорились о другом, что, по крайней мере, чтобы представитель от военных был это без вариантов обсуждался. Там произошел конфликт, его там даже обвинили что он срывает съезд, его удалили, в итоге решили создавать новый список создавать. И голосовали уже не открытым голосованием, а уже тайным, закрытым голосованием. Там поддержка была у него, у Чувашского национального общества большая, и в ходе тайного голосования он получил количество голосов под номером 4. То есть первые 3 вошли, а он стал номером 4. Выборы учредительного собрания для чувашей были очень великолепные, это уже общеизвестно, очень большие результаты по Казанской губернии, они заняли вообще 2-е место по количеству проголосовавших из 11 списков, которые там участвовали, 2-е место заняли после партии СССР, это по Казанской губернии. 26%, если не ошибаюсь, то есть поддержка у них там была, это очень большая. Но однако же не хватило, чтобы номер 4 попал в этот список. То есть все 3 первые попали в этот список, и как он сам потом в воспоминаниях своих писал, то, что не хватило 20 тысяч голосов. То есть, по теме то есть незначительное количество, то есть, чтобы ему попасть в депутаты учредительного собрания. То есть,
То есть он имел большие шансы, чтобы стать депутатом учредительного собрания. Не расстроился, когда большевики разогнали учредительное собрание? Он расстроился на то, что, в принципе, вот, когда потом в будущем он понукал вот наших вот, и правых эсер, то, что вот они обманным путем все-таки, как он утверждал, и потом в 20-е годы, и потом про это писал, что они своей подтасовкой, там, контрабандой привели там, своих правых эсер, а левых эсер практически не оставили. То есть он это, как же, обида у него, к сожалению, осталась. И эта обида наложилась потом на дальнейшие действия достаточно серьезным образом, то, что в 2018 году они вступили в конфликт между собой. То есть они между собой конфликтовали, и поэтому здесь и носит не только партийный, скажем так, вот этот самый подтекст, но и личностный такой, немножко такой, то есть это самое, он человек горячий, эмоциональный, как же это самое, ну и, видать, это, скажем так, вот это прямо говорящий, для чувашей, скажем так, вот это самое мало характерный такой, этот, даже если на фотографии видали, такой с такими буденовскими усами такой, нет, на той фотографии нет, но есть другие фотографии, да, где он с такими усами, такими. По-моему, без усов он там. Нет, там усы короткие, а так у него усы еще были длинные еще. Ну, на книге, у моей книги, он на обложке изображен там с длинными усами, там, кажется, есть там где-то на первой странице обложки. Харизматичная очень личность такая была, да, то, что вот такое. Дальше он принимает большое участие в национализации, создании, отошел на второй план, занимается вопросом создания национальных, как раз это самое, военных подразделений. Не буду подробно останавливаться на этом, на создании военных подразделений, это отдельная тема, как же это самое, сейчас, чтобы не затягивать. Хотелось бы дальше пойти. Итак, было выражена идея создания, как я сказал, в советских кругах Казанской губернии была выражена идея о создании Волжско-Уральской Советской Республики, которая бы объединяла 11 губерний. Да? В начале января они разослали запрос по различным организациям о том, чтобы все высказали свои отношения, чтобы создали областной съезд советов вот этих 11 губерний, чтобы там как же это были. И вот непосредственно Александр Краснов и Дмитрий Петров-Юман, тоже, кстати говоря, потихоньку тоже подключился к этому вопросу, и они как раз принимали активное участие. Но Чувашское национальное общество стало в оппозицию, она настаивала на проекте Волжско-Уральской штата, демократического несоветского штата, то есть это общеизвестно, я сейчас не буду на этом останавливаться. У них там был по этому поводу конфликт, на военном съезде они там между собой, как же это самое, у них там это конфликт там был. В итоге в феврале все это вылилось на то, что произошел раскол в Чувашском национальном движении. На какой почве? Дело в том, что, как я сказал, Краснов уже, там была созрела идея создания Центрального Чувашского совета, Асла Канаш, который бы руководил бы всеми чувашами России. Тоже у меня по этому поводу публикации были, и в книге там про это писал. Но были проблемы. На какие средства его содержать? Вроде бы все красиво, потому что мы можем устраивать много там, красивых лозунгов, там, правильных, но вопрос насчет того, что это надо создавать и свой аппарат управления, и средства, и причем достаточно немаленькие. Откуда? Чувашское национальное общество, Алюнов там, и другие, они говорили, надо создавать общенациональный фонд чувашский. И они по этому поводу собрали достаточно немало денег, у них достаточно все это успешно продвигалось. Они издавали свою газету «Хэпар», то есть, которая носила, конечно, советская власть, она, конечно, не жаловала, это уж прямо можно сказать. А Краснов решил, что нужно получать, конечно, сотрудничать с Совдепом. То есть у них там были ресурсы, у них и была и моральная, и политическая, и какая угодно поддержка, и в том числе и финансовая. К тому же в январе 2018 года в ЦИК России, РСФСР издал вообще указание о том, что те организации, которые вне Советов пытаются что-то за себя управлять, то они автоматически являются контрреволюционными. То есть это было такое... В середине января 2018 года такое было издание, поэтому Чувашское национальное общество автоматически становилось уже контрреволюционным, и уже это было... Краснов как раз сотрудничал с Советом, и для того, чтобы получать средства, а он эффективно, кстати, получал Совета эти деньги, как причем и для своих проектов, так и помогал нашей чувашской интеллигенции. В частности, в мае 2018 года он выбил 20 тысяч рублей у Казанского совдепа на проведение Чувашского учительского съезда всероссийского, который носил явно антисоветский характер.
Вот так, вот. Так что его, когда упрекают то, что он был врагом там, как же, правых СССР, ну не совсем, потому что он им помогал хорошо. То есть он, еще раз подчеркиваю, что он все-таки исходил не из политических принципов, а именно национальных. Ну, да, это отдельная история, пока вернемся в февраль 2018 года. Что же там случилось? Так вот, ну, естественно, для того, чтобы Совдеп тебе выдавал средства, нужно доказывать свою лояльность. То, чтобы выполнять, участвовать в их революционных проектах. У них требование, конечно, было простое. Им не нравилась вот эта деятельность Чувашского национального общества и газеты «Хэпар». И они все-таки, видать, ввели переговоры с Красновым. И, в частности, кто взял на себя организацию этого вопроса, кстати говоря, о том, чтобы все-таки перейти официально на советскую сторону, это был Дмитрий Петров-Юман. Вот интересный такой человек, который очень хорошо знал, чутко всегда чувствовал вот эту конъюнктуру момента и принимал такие ответственные решения, по которому он, как же это самое, много выигрышных, ему отдельную тему нужно как же сыграть. И они, получается, при поддержке чувашских солдат, как раз по инициативе Юмана, в конце февраля пришли в редакцию газеты «Хэпар», где размещался как раз и национальный фонд, деньги размещались, и аппаратура, там все, то есть находилось там, как же это самое, Чувашское национальное общество, и, что называется, взяли в свои руки. То есть они все это имущество, ну, там просто никого не было, там практически только один сторож там, естественно, ничего не мог сделать, погрузили в свои телеги и отвезли в Казанский Кремль. Потом эти чувашские, они, правые эсеры, там пытались опротестовать, у них скандал был вообще длительный, там вплоть до конца лета 2018 года у них там было, как же это, они деньги пытались обратно забрать, почему забрали нашу газету, все остальное, деньги забрали, и вообще как это могли, там, как же это все это, то есть, но все действовали по принципу революционной необходимости, да, ну, то есть как же это обычно там действует. И 28 февраля 2018 года появился первый номер газеты, то есть на базе прежнего газеты «Хэпар» появилась газета «Новый Канаш», знаменитая, да. И этот первый номер очень интересен, тоже хотел бы обратить внимание, потому что на нем были напечатаны программные документы, по которым видно вообще, как планировали развивать дальнейшее чувашское национальное движение. Вот как раз они начали говорить, что у нас идет формирование Центрального Чувашского совета «Аслаганаш», в который должны войти половина представителей от военных, то есть как же чувашских военных, и половина представителей от различных уже территорий, вот как я, вот, цитата, вот, то есть Центральный Чувашский совет, он будет являться центральным и главным собранием чувашского народа. В эту организацию в дальнейшем должны будут войти депутаты от всех чувашских уездов, а их, знаете, было очень много. То есть это и Сибирь, и Уфимская губерния, Самарская, Симбирская. То, что выбрали уже 35 человек, потом должны были коптироваться еще 35 человек от других, там, как же это сам. Но это потом не получилось, сразу сбегая вперед, потому что вот этот конфликт, он не дал уже срастись вот этому совету, и пытались уже создать военный совет, Канаш, такой военный совет, и он уже отдельно развивался, там, конечно, но тем не менее вот такое направление, векторное направление было. И так пытались создать при этом совете 8 отделов, зачитаю, потому что в дальнейшем это будет очень пересекаться с дальнейшей деятельностью в течение всего 2018 года и деятельностью Краснова в частности. Общий отдел занимается распределением бумаг, поступавших в совет и следящий за работой других отделов. Ну, это понятно, координационный. Второй. Политико-экономический отдел. Его функция урегулирования земельного, лесного, продовольственного, торговли, кооператив и дел земств. Про взаимодействие с советами не упоминается. То есть земства упоминаются, там, как же, что мы будем, а это принципиально, знаете, да, что как же это самое, земство будет или советы? То есть это вопрос 2018 года, там, двух путей развития, это стояло острым. Занимался объединением всех чувашских земств, готовил, цитата все это, занимается, вот этот отдел должен заниматься объединением всех чувашских земств, готовить съезд весной 2018 года, земства и кооперативы развивать. То есть это, еще раз повторяю, что просоветская организация, которая поддерживает земство. Третий отдел, общеполитический отдел, занимался укреплением уездных советов, примирением их с населением. Интересно, да, там как же это самое. То есть вот этот Чувашский военный совет, Чувашский совет дистанцировался вообще от советской власти,
То есть как же и чувашское население это отдельно, а мы как бы посредники между ними. То есть не часть, не советской власти, не этого, а вот посредники между ними. Взаимодействие чувашского народа с остальными. Отдел просвещения, финансово-хозяйственный отдел, военный отдел, который, ну тогда, ну, слово сказать, что тогда были созданы уже первый чувашский стрелковый полк, 5000 бойцов там было, что вопрос создания кавалерии, артиллерии чувашской своей, но это не дали, это отдельная история, как это самое, но кое-что было в то время уже, в то время было. Санитарно-медицинский отдел, юридический отдел. Вот, таким образом они хотели организовать. Но потихоньку Совдеп, естественно, уже начал свои требования продвигать. И вот эта газета «Хэпар», если раньше она выходила до 22 марта как орган Центрального Чувашского совета «Канаш», то есть она прям так и писала внизу под названием, что это орган Центрального Чувашского совета Асла-Канаш. А после 22 марта уже начал писать, уже, что это орган Центрального Чувашского совета «Канаш» и Чувашского социалистического комитета. Это там еще появился такой орган интересный. А после 13 апреля выходит уже как орган Казанского губернского совета крестьянских депутатов. То есть он уже все-таки Казанский совет поглотил его. То есть потихоньку. Ну, это, конечно, был вопрос финансовой независимости, потому что его нужно было дальше издавать. Они там как раз в течение марта-апреля вопрос решали тоже, откуда будем собирать деньги. Там, конечно, Совет сказал, мы будем издавать, помогать деньги выделять, но, естественно, это станет нашим органом. То есть вот по таким, как же, вот такое направление. Дальше. Что, Краснов в марте вместе с Юманом берут инициативу в свои руки. 14 марта создается учредительное собрание Чувашского левосоциалистического комитета. То есть, раз не получилось создать Асла-Канаш, то они хотели создать тогда такой комитет, который, это уже формально, прям название написано, социалистический комитет, чтобы не было никаких вопросов там, да, чтобы перед советской властью, за кого вы там, за социализм, за совет или как там, да, чтобы такой, то есть такой пытались найти такой, ну, творческие люди, они искали различные варианты, перебирали. Совдеп, естественно, такой не повелся. Они начали, как раз, как сказал, 14 марта начали создавать левый социалистический комитет, чтобы понятно было, что это не правые социалисты, не правые эсеры. И вот на заседании этого комитета был поставлен вопрос об образовании комиссариата по чувашским делам, по Казанской губернии. И вот потом Краснов становится комиссаром по чувашским делам. И он поставил вопрос о том, что вот на заседании, о том, чтобы вот этот комиссариат сделать комиссариатом всего чувашского народа. Но сами же, многие там, которые собрались же, вот депутаты сказали, что не надо торопиться. То есть они вот дословно, вот, цитата, то, что предложение Краснова о том, что комиссар по чувашским делам Казанской республики должен являться комиссаром всего чувашского народа, поскольку будет связь с Казанским комиссариатом, но это не принимается. Решено организовать сначала на месте, а потом во всероссийском масштабе. Так, вот что такое Казанская республика? Несколько слов, потому что это тоже очень важно. Итак, у Казанского совдепа была идея создания Большой Советской Республики Волжско-Уральской на территории 11 штатов губерний. Но свои внутренние противоречия между совдепом губернскими, то есть не все разделяли, другие уфимские, другое мнение, симбирское, другое, они вообще не хотели там как же связываться с ними. Отношения с мусульманами, как же с другими, там тоже все сложно, и поэтому они решили пойти по такому пути, что они провозгласили, это тоже как раз в конце февраля, Казанскую Советскую Республику. То есть и эта Казанская Советская Республика, по их мысли, должна стать началом объединительного процесса всех остальных губерний, чтобы создать опять Волжско-Уральскую республику, такую большую, такую объединенную. Да? Потому что эта граница Казанской республики там, не учитывала многие как раз идеалы уже этих инородческого населения, чувашей, мусульман и все остальное, потому что им это очень не нравилось, конечно, там, кажется. Но однако создали вот эту Казанскую Советскую Республику, как же это самое, причем самовольно, без согласия с центральным правительством, с Совнаркомом РСФСР. В мае месяце им потом официально выдвинули указание, что это самовольность. Совнарком этого не утверждал, и поэтому необходимо эту Казанскую Советскую Республику убрать, вернуть обратно к Казанскую какую-то губернию. Но однако пока сейчас у нас Краснов действовал как раз в рамках вот этой Казанской Советской Республики.
Так, вот что связано с этой Казанской Советской Республикой, это же интересный, вообще там очень насыщенный фактическими событиями период. Тоже я это планирую отразить в монографии ближайшей, которую как раз в этом следующем году это у меня в планах написать, то есть как раз про Чувашское национальное движение в 2018 году. Вот интересно, там очень много материала, то есть как раз у нас это малоизвестно, и там, да, вот я вот не про некоторые вещи писал, вот как же, вот что интересно, то есть свои документы вы сдавали, то есть когда распоряжение, то есть это Казанский, это комиссариат издает распоряжение, то у них там было своей угловой печатью. Вот на этой угловой печати стоял интересный штамп. На нем было написано, он стоял, кстати, угловой штамп на 3 языках. На русском, чувашском и татарском. Да, то есть по-русски написано было «Комиссариат по чувашским делам Казанской рабочей крестьянской республики». Ну, там арабской вязью, извините, я не смог прочитать, там, как у них там это, как же это уже читается. Но по-чувашски написано было «Хусан Киперни, Чуваш Халах, Канаш комиссариатче». Вот я, конечно, не очень хорошо чувашский, но, в принципе, я тогда заметил, что, собственно говоря, чувашский текст отличается по своему содержанию от перевода на русский. И дословно он должен переводиться как «Казанский губернский комиссариат Чувашского национального совета». То есть изначально, у меня статья по этому поводу есть, в 2010 году была опубликована, с Еленой Константиновной, мы там ее опубликовали, это уже вызвало большой интерес, вот Василия Ильича Дмитриева, там, это марийских наших коллег, там, других, там, как раз то, что пока вот по этим печатям, потому что у нас, к сожалению, естественно, все не могли говорить, там, вообще, как-то даже что они там хотели, там, да, ну, естественно, все уже дозируют свои разговоры, там, что там писали, естественно, но вот эти печати с головы выдает вообще вектор направления. То есть они хотели создать вот как раз вот этого статистического комитета своего рода Халх-Канаш. И вот этот комиссар становился как представителем вот Халах-Канаша по Казанской губернии. Еще раз прочитаю название. Хусан Киперни, Чуваш, Халах, Канаш, комиссариатче. То есть это представитель от Чувашского народного совета в Казанской губернии. В Казанской республике. То есть не соответствует. А по-русски написано было комиссариат по чувашским делам, это Казанской республики. То есть разница большая. Причем, что интересно, это не случайность, далеко не случайность, конечно. Да, я анализирую подробно по этому поводу. Когда в мае сказали, что Казанскую республику надо убрать, да, и документы их вернули в Казанскую губернию, то они также исправили по-русски комиссариат по чувашским делам при Казанском совете, губернском совете, но по-чувашски это уже в мае-июне. Но по-чувашски эту фразу оставили тоже. То есть они вот это как же стремление создать все-таки единый такой Халах-Канаш, народный совет, который чувашские представители, которые чтобы они были в разных губерниях. И в этом отношении как раз вот комиссар, который там был, он должен занять центральную фигуру. Юман тогда еще питал надежды подружиться с советской властью. И он тоже должен был занимать ключевое положение. Поэтому они как раз сыграли, в рамках Казанской губернии поставили себя на очень большую высоту. Дальше. Про это я уже говорил, уже знаменитый, уже, который я уже на позапрошлом, наверное, говорил, когда про Ильмени рассказывал, о том, что как раз 9 апреля 2018 года вот этот самый Казанский комиссариат и комиссар направляет в Москву к Сталину, в Совнарком, то есть к Ленину, да, и нарком по делам национальности Сталину, вот этот запрос, я вам зачитывал его там о том, чтобы они просят его Казанский комиссариат признать всероссийским, то есть органом власти. Чтобы понятнее было вообще, ну, сейчас долго пришлось бы это объяснять, все противоречия, там, которые там внутри возникали, там, да? Но могу сразу сказать, что Совнарком, конечно, и Наркомнац не особо желал этого делать. То есть они там настояли на том, чтобы, но при этом они вынуждены были пойти ему навстречу, но не в том виде, как это хотел это Краснов, то есть создать не в Казани комиссариат, а он сказал, мы создадим ваш отдел, но при Москве, то есть при Наркомнатце. Потом на его базе вырос чувашский отдел при Наркомнатце, который возглавил потом Ильмень. Да?
Причем, ну, интересно, они там все-таки настояли на том, чтобы фактически хотя бы, но это было по сути формально. То, что в Москве там организовалось потом по дальнейшим действиям, как же, конечно, не смогли тогда они еще, большевики, под себя подстроить вот эту деятельность комиссариатом, потому что реально они как это настояли на том, что, вот еще раз говорю, что хватило авторитета, потому что, например, марийцы еще на марийских съездах, на всероссийских съездах вопрос ставили еще в январе: давайте при Наркомнадзе откроем свой отдел. Не открыли. То есть его открыли потом уже это в июне, после того, как Чувашамат уже открыли там, да. То есть Наркомнадз на это не шел. Почему он мусульманский комиссариат создал? Это отдельная история, потому что, как я говорил, они обещали устроить мусульманскую пролетарскую революцию на Востоке. А вот с внутренними народы, которые уже в их план не входило. И вот эта постановка вопроса, она сыграла решающую роль на том, что центральное правительство было вынуждено признать вообще вот это самое право вот этих национальных, как говорится, меньшинств, там, иметь свои представительные органы при центральных органах. Потому что никто до этого, никто ничего подобного не предлагал. Вот эти декларации о самостоятельности, они почитайте, там как же это самое, там речь, опять повторяю, о мусульманах, там не о национальностях идет речь. Вот это, которая знаменитая там декларация прав там, трудящихся, там, да, обращение к мусульманам Востока, там все такое прочее, там, прав трудящихся, там о восточных народах вообще, она в первую очередь явно направлена на Европу. То есть, на поддержку там очень обтекаемо, там ничего не это самое. Но потом нас это как же тоже как бы на этом играя, фактически, и этим это Краснов заставил это сделать. Да? Уже, как рассказывал, направил туда Эльмини, чтобы он вот с этим запросом приехал. Сталин долгое время с ним не получалось. Но это знаменитое уже, там, сейчас в литературе описано, как они там с Эльминем разговаривали, там, да, что... Вот, кстати говоря, у нас тоже недопонимание. А почему там, говорят, Эльминин, еще раз повторю, то, что я раньше говорил, отказывался от того, что сделал столицу в Чебоксарах. Помните, там Сталин говорил, что давайте сделаем вам в Чебоксарах, вот создадим свою демократию, республику фактически, там, да? Это апрель 18 года. Столицу в Чебоксарах сделаем. А Эльмин нет, там, ну, он аргументирует, он дипломат, он, конечно, он прям резко так и не скажет, как это самое, как раз он мог сказать, там, да? Ну и там еще не совсем подготовлен, там, ну, помните, это объяснение, там, у нас и столицы нету, там, да, это самое. Но на самом деле, еще раз повторяю, то, что проблема его отказа не потому, что там не хватало сил, не потому, что не подготовлен столицы нет, а потому что его задача была в Казани утверждать столицу, а не где-то там, не в Чебоксарах, не в Канаше или в Симбирске или в другом месте. То есть у него была совершенно другая задача. Да? А почему в 60-х годах опять вспоминали так это Кошкинский, вот именно в такой форме преподнесли это, ну это понятно, потому что они уже вот эти не совсем корректные моменты, они просто прикрывали. Просто как же это самое, ну такими общими фразами. Там, да? И Ильмень сам потом про это предпочитал уже в 20-е годы не вспоминать. И Краснов про это предпочитал не вспоминать. Это сам потом за эти вещи потом его там и репрессировали, потом в дальнейшем Краснову. Так что длительное время у нас это как же Ильмень пытался найти как же с ним встречу со Сталиным, но Сталин там как же, то есть он и разговаривал, как же, и там что там было, то есть у них не одна встреча, кстати, была явно, потому что ну да, то есть не буду сейчас долго аргументировать, это я потом напишу. Не одна встреча была у Эльмени тогда в апреле 2018 года со Сталиным. И потом как же долго ждал. Краснов там по всем документам прям читается, видно, что прям нервничает, там надо. И он уже потом сам поехал в Москву. Но когда приехал, там уже перед ним, видать, положили бумажку об образовании Чувашского отдела при Наркомнадзе. То есть его комиссариат казанский, как в качестве всероссийского, не признали, но признали только вот как раз Чувашский отдел. Но опять-таки у него хватило авторитета о том, чтобы сделать конструкцию Чувашского отдела так, как удобно для традиционного чувашского движения. То есть в Москве оставить только фактически общий отдел, как секретарские функции имел, а вот остальные подотделы, они все размещались в Казани, вот этого Чувашского отдела при Наркомнадзе. То есть фактически она дублировала функцию вот этого комиссариата, который не получился у него там, как же, сделать там, да. Долго это противоречие там еще длилось, но то есть вот этот Чувашский отдел, он думал, что это будет временно, там как же его потихоньку комиссариат под себя подомнет, но получилось это наоборот, да, то есть все-таки московский отдел под себя подмял, это Казань. Вот еще из интересных вот сделал выписку, то, что, например, как раз тогда ездил Ильмень и Максим Кошкинский.
И там вопрос поставил о том, что вот записано о том, что надо формировать не только чувашский театр, да, это как же это самое, Максим Кошницкий поехал, но и кинематограф, то есть это как же это самое, присылки, чтобы выдали аппарат, то есть как раз это сам Краснов писал. Вот я для себя еще выделил, при этом, что интересно, такого, из таких политических таких вот вопросов. Он писал, причем, кстати, что чуваши — это чисто пролетарский народ. Я уже в прошлый раз объяснял, да, почему, как же, то, что много, очень большая бедность, да, вот эти отхожие промыслы, и поэтому они объясняли, что это, а из политических соображений это было очень, скажем так, выгодно. То есть вот постановка подобного вопроса, вопрос о том, что являешься ты пролетарием или нет, потому что считалось там, что только пролетарий имеет право на самоопределение, по сути, если так признаться, потому что крестьяне, они считались еще классово недозрелые. То есть они, видите, как красиво подвели к тому, чтобы все-таки чувашский народ имеет право на самоопределение, потому что он, цитата, чисто пролетарский народ. То есть грамотные люди. Ну и, конечно, потом все это указали на то, что это самое, что это не так. Но у Краснова была проблема не только с центральным правительством, но и со своими организациями, потому что уже в то время возникло большое количество различных чувашских национальных организаций. Вот Чувашское национальное общество, естественно, оно не признавало этот комиссариат. И 17 апреля издал специальное распоряжение о том, что извещать все чувашские уезды с чувашским населением. Это вот у меня там так написано было, там Симбирский, Самарский, и Уфимская губерния. То есть извещало о том, что образован этот комиссариат, что он будет все это проводить, как же это самое, что сейчас, вот цитата, создан комиссариат по чувашским делам, вступивший в сношение с центральным правительством, как временный впредь до утверждения его всечувашским рабоче-крестьянским съездом, общенациональный орган. То есть, и, собственно говоря, все остальные должны ему подчиняться. Но, к сожалению, у них такого единства не получилось. Вот интересный такой, значимый такой, это как же показатель, что отсутствие единства, это было отношение с Симбирским губернским советом. Я уже говорил неоднократно, что это было противостояние между Симбирским и Казанью. Вот интересная история была. Еще в феврале 2018 года, когда появился военный совет Канаш, Иван Яковлев написал в этот Канаш в Казань о том, что вот у меня проблема с моими учениками. Там тоже меня выселяют, там то, что все это самое, там как же это прошу, там как же оставить. Он написал военный совет тогда. И тогда военный совет потом еще написал такую грозную такую петицию к своим сибирским товарищам, что вы творите. Юман писал, кстати говоря. В Сибирске они провели практически свой губернский съезд. Потом уже, когда уже военный совет уже перестал существовать, уже Казанский комиссариат за это выступал. И вот Семен Николаев был руководителем этих съездов, секретарем, то есть руководил. И там на нем приняли резолюцию. Вот у вас Казанская ваша губерния, вот вы Казань у себя и распоряжаетесь. Прямо так фактически так и написано было. То есть конфликт, к сожалению, по плану, по проекту вот этого комиссариата, то есть во всех губерниях должны были открыться подотделы вот этого Казанского комиссариата. То есть во всех остальных губерниях должны были открыться подотделы вот это Казанского комиссариата. Потом, если помните, это Чувашский отдел при Наркомнации, как раз он тоже по такой же модели уже там строился. Там, да? И Симбирск фактически такой подотдел отказался у себя формировать. Но и не только Симбирск, там, да, вот даже в пределах Казанской губернии. Вот 18 апреля Ядринский совдеп на запрос о том, организовали ли они в уезде филиал комиссариата по чувашским делам, ответили, что так как уезд весь чувашский и надобности в этом нет. Красиво, как же это самое, вроде как нейтрально ответили, то есть, по сути сказать, что мы ваш подотдел у себя создавать не будем. То есть у нас есть свои уже учреждения, которые нам это достаточно. То есть, к сожалению, такой нельзя назвать, что это самое, как же это самое, было победное шествие, там, как же это идея общеобъединенная, но тем не менее Краснов в то время успешно решал. Потом в июне 2018 года они организовали общий чувашский первый рабочий крестьянский съезд, как они назвали там, да, и который, конечно, комиссариат не особо поддержал, они начали поддерживать, как же фактически, раз у нас авторитета не хватает особо там, да, но зато есть большой авторитет уже у чувашского отдела при Наркомнации. То есть, пользуясь его авторитетом, надо уже, скажем так, и они провели в этом большую успешность, то, что этот съезд
общий чувашский поддержал, чувашский отдел образования чувашского отдела, выбрал там людей, кто должен был там руководить, представители с разных, не только там были левые эсеры, там это, и большевиков-то вообще не было из чувашей. Ну и там были там такие эти Гермоген Титов, там, да, такой, который относится к правым эсерам, там, да, он отделом просвещения должен был заниматься, там, как же этот, Николай Рубачев, такой это, кооператор тоже, это самый, который потом большевики расстреляли уже осенью 18 года. То есть это все-таки был в июне 2018 года, они нашли такую общую формулу, где могли бы объединить и просоветских лидеров, да, и не совсем советских. На этом же съезде выступал и Алюнов, принимал участие, и Васильев, Иван Васильев, ярые антисоветчики, Семен Николаев. То есть они там все там, как же это самое, принимали участие, там тоже, ну, конечно, вот даже про это совет, что единственное в нашей историографии известно, там то, что они написали, приняли резолюцию, что этот совет поддерживает только советскую власть и ничего, ничего кроме советской власти. В советское время радостно про это писали, что вот как замечательно, там, да, вот такой замечательный съезд, который поддержал советскую власть. Но это, честно говоря, лукавство было, потому что по протоколам там видно совершенно другая ситуация. Немножко я, конечно, отклонюсь, но там как они написали тогда свою резолюцию по отношению к образованию Татаро-Башкирской республики. И они написали, что которая должна была отправляться в Москву. То есть она в Москве там сохранилась, эта бумага, там как же это самое. Петров Юман писал эту бумагу, резолюцию, обсуждали ее горячо, бурно, там как же это самое. То есть это общенациональная как же резолюция. Не буду сейчас рассказывать, что там насчет Татаро-Башкирской республики написано было, но там было написано, что у нас Российская Федеративная Республика. Российская Федеративная Социалистическая Республика. А то, что она советская, не написано. А тогда, помните, РСФСР же был, да, Советская Федеративная Республика, да, а написано было Российская Федеративная Республика. Дальше потом стал, не помню, один из таких вот просоветских деятелей, Ильмень, по-моему, сказал, что вообще-то у нас страна называется Советская Республика, там, да, Федеративная Республика. И надо написать слово, то вставить «советская». Из-за этого произошел большой конфликт. Съезд чуть не раскололся, там, как же это самое, там, это самое. То есть Спиридонов, который руководил это съезд, он начал слагать в себя полномочия, отказываться вообще, там, как же это самое, там, в дальнейшем. Провели там, как же это самое, совещание. Вставим это слово «советское» или не вставим? То есть провели специальное голосование о том, что вставим слово «советское» или не вставим. И как вы думаете, какое мнение победило? Не ставим. Не вставим. Не вставим. То есть эта бумага так и пошла в Москву без слова «советская». Ну, Ильмень, уже, который уже работал уже в Москве, там, уже, это самое, уже знал, уже, там, как же, чем это чревато. И поэтому уже на заседании в следующем поставил вопрос. Так, а как мы относимся к советской власти? Вообще мы признаем или нет? Ну, там уже вопрос ребром поставили, уже там тоже. И подготовили вторую резолюцию, что а вот советскую власть мы признаем. И в Москву пошло две бумажки, где Российская Федеративная Республика без слова «советская», и еще резолюция, что мы признаем советскую власть. То есть, знаете, как это самое, очень такая показатель политической игры, то есть на все случаи жизни, там, как же это есть. И придут наши, там, да, вот у нас есть такая резолюция. Останутся те, как же это самое, у нас есть такая резолюция. Да, вот очень... То есть даже, вот, я не знаю, ну, в советское время, конечно, на это не обращал внимания, но эта резолюция, она знаменитая. В 60-х годах она была опубликована в наших сборниках, там, да, и там, да, действительно, без слова «советская». То есть, поэтому вот такой был интересный. Дальше что происходит у нас с Красновым, там, да? Вот, кстати говоря, в апреле он поставил вопрос, был инициатором вопроса, вот нашему Хавалу это должно понравиться, о том, что в Казанской республике должно быть 3 официальных языка. То есть он подготовил самолично проект русский, чувашский, татарский. То есть он там как же там, да, то есть как должно использоваться, то, что это как же государственные эти документы там основные где-то вывешиваются, должны быть на 3 языках, там тоже. И 26 апреля, причем Казанский Совдеп принял это решение, но потом это все это развалилось, потому что уже потом уже другие совершенно силы пришли к власти, там уже мусульмане, это уже просоветские мусульмане взяли инициативу в свои руки, и с идеей Татаро-Башкирской республики, там, естественно, все это уже прежние уже вещи, там уже убрали. Ну, с Татаро-Башкирской республики я вот уже собираюсь давно уже провести отдельный разговор, встречу там, наверное, надо как-нибудь отдельный по Татаро-Башкирской республике, штата Дель-Урал и все такое прочее.
Ну, сейчас Краснову дальше. Так. То есть такие противоречия успешно было, причем на самом деле Центральный Совнарком очень был озабочен. То есть они шли навстречу, то есть они подписывали, подтверждали практически все. И когда они же поддержали вот это Совнарком РСФСР, вот эту идею Татаро-Башкирской республики, да, они бы, честно говоря, они бы тогда же еще весной 2018 года его провозгласили. Ну, не в практике это уже было, то, что в порядке вещей нормально было. Но вот этот съезд, о котором говорил вот это в июне 2018 года, рабочий крестьянский чувашский съезд, чувашский, он подготовил резолюцию о том, что они против Татаро-Башкирской республики протестуют и выводят своего представителя из комиссии по образованию Татаро-Башкирской республики. Москва потом писала, как же Совнаркомнадз: ой, а что вы делаете, а почему так, объясните. То есть достаточно корректные и вежливые, там, почему вы так как же это сам срываете переговорный процесс, образовательный процесс, там, да, это самое. Им ответили как раз вот как же резолюции, там, то, что вот мнение, общенациональное мнение народа, мы против. И поэтому, наверное, она, конечно, этот вопрос там затянулся. Там. Но потом в дальнейшем, конечно, карты спутали уже это выступление эсеров летом 2018 года. Это было уже, там очень сложно объяснять про 2018 год, потому что это сгусток различных планов, проектов, политических сил. Еще раз напомню, какие у нас основные были в Поволжском регионе, основные политические силы, там, вообще, которые претендовали на власть вот, в этом регионе. Итак, центральное правительство, сначала Казанский совдеп, у них был свой проект, отлично от того, что в Москве в ужасе были от того, что они там хотели. И у них был скандал, про это я в книге тоже писал, то, что они там как же выступали против. Казанский совдеп, они там к Ленину ходили жаловаться на Сталина, что он там творит в своей Татаро-Башкирской республике. А Ленин их там корректно читал, как обычно, там он умел дипломатично говорить, что вы не понимаете ситуацию момента, там, да, это самое. Их там на вид поставили, эти казанские, большевиков казанских, там уфимские, потом оренбургские там были представители, там они там были. Но своих большевиков они отчитать могли. Но как отчитаешь чувашский съезд? То есть из политических соображений такое-то не могли же делать, и поэтому сыграл. Итак, вот, значит, это губернские, причем у них там это разные мнения. Потом мусульманские начинают уже появляться, там как же вот эта большая сила. И мусульманские, вот это, ну я про Волжский штат уже говорить не буду, это уже мы проехали уже там, да, это про март 2018 года. Но после этого, после марта 2018 года появилась идея образования Татаро-Башкирской республики. И это проект, который поддерживал Сталин и Наркомнадз. То есть фактически вот эти мусульмане получили поддержку в центральном правительстве, а у чувашей была поддержка в Казанском совдепе. То есть вот такая вот у них такая игра. Дальше, потом начались разногласия по политическим уже причинам. То есть там были между большевиками и эсерами. Если эсеры, наши традиционные, которые правым называют, они, понятно, готовили заговоры, готовили с выступлением, это перевороту там как же это самое. Но к ним не присоединились, но против большевиков начали выступать и левые эсеры. Ну, помните, да, левые эсерские мятежи, сейчас я не буду рассказывать, Мария Спиридонова, там, они там пытались власть захватить, там, да. Посмотрите, как же это фильм, по-моему, какой 6 июня, что замечательно недавно посмотрел, как раз 18 года, как раз там, где там Ленин, там, с этим, как же, с Дзержинским, со всем остальным, они реально боялись, что в Москве там левые эсеры захватят всю власть свою, там, да, и им фактически просто повезло, что вовремя эти латыши пришли, спасли дело революции большевистской, там, да, а левый эсеровский мятеж был уже близок к своему завершению. В фильме это показано прям очень хорошо, прям, то есть все валилось, все их предавали большевиков, переходили на сторону левых эсер, но вот латыши, слава богу, их спасли. Вовремя они там взяли, всех арестовали, там, как же это все это сделали. То есть ситуация была очень сложнейшая. Краснов, вот я не досказал мысли того, что вот почему он дружил с левыми эсерами, это понятно, потому что он не перешел, не создал свою национальную партию, не вступил в член ее, только для того, чтобы держать контакт и получать финансовую и политическую поддержку от партии левых эсер. Поэтому он продолжал сохраняться левым эсером. И они там тоже выступили с поддержкой левых эсерских мятежей. То есть вот эти самые деятели, и комиссариат, и Левый социалистический комитет в июле 2018 года официально в своей газете написали, что мы протестуем против политики большевиков. Они там как же проявляют, как же это самое,
волюнтаризм, там, да, они арестовали наших депутатов, исполкома, вот это крестьянского съезда, Казанского губернского этого крестьянского съезда, проводят там вот такую политику, которому, а потом в августе, прям даже, как же это самое, как Ростов прям написал, там тоже это было принято протокол в комиссариате о том, что в знак протеста против действий большевиков мы выходим из, как это было написано у него, там, то, что мы перестаем с ними сотрудничать. То есть мы вообще уходим из советских учреждений и уже развиваемся отдельно. Причем, что очень важно, протокол был написан в комиссариата 5 августа 2018 года, а 5 августа это прям как раз, прям, можно сказать, в день штурма белочехами Казани. То есть пока белочехи штурмуют Казань, они там уже фактически, наш комиссариат, вот левоэсеровский, там, комитет принимает решение о том, что они порывают отношения с большевиками. То есть это можно уже конкретно, конечно, уже показатель того, что они, по сути, готовились, ну, если не перейти на другую сторону, на эсеровскую, к правым эсерам, да, к самарскому, Камучу, к его народной армии, то, по крайней мере, у них была своя уже отдельная политика. Ну, скорее всего, они, как я вот сам полагаю, это надо еще, конечно, разбираться, что они все-таки хотели, то есть, туда и войти, но не вошло, то есть, сам Камуч не признал их просто. То есть, за сотрудничество с большевиками. То, что вы красные собаки, и их расстреливали в СССР. То есть, на них прям облаву устраивали. А вот, кстати говоря, показательно. Знали, что наступает, знают, что они там, как же это самое. Чего они сидели в Казани? Кого ждали? И причем эту Казань захватили, они, говорят, несколько дней там находились, и после течения нескольких дней там, они принимают решение выходить из Казани. Ну, потому что хотели посмотреть, как бы себя Камуч вести. Но Камуч начал расстреливать левых эсеров. То есть это известные факты, там, потому что за сотрудничество как раз с большевиками, то есть у них там как же это самый такой раскол произошел. И Краснов, конечно, оказался, скажем так, в этом отношении в очень невыгодном положении. Там. Юман еще до этого, за 3 месяца до этого уже покинул советский стан. Он ушел из комиссариата, из Левского комитета, прям заявление официально написал. В июле еще он уже стал бургомистром Симбирский, там, то есть, который вот это самый Москве Комуч. Ну и потом в дальнейшем он ушел на ту сторону, в Сибирь ушел, там, да, это самое. Сначала в Народной армии был, потом и у Колчака там это тоже служил, но потом он вернулся. Ну это уже с ним это отдельный разговор. Вот, значит, белочехи вместе с Народной армией, вот эта эсеровская Народная армия, захватили Казань. Держали они ее месяц, как известно, там, да. После этого Красная армия ударными темпами во главе с Троцким, который там как же-то Свияжский организовал там свои там вот эти, он начал расстреливать этих солдат там наших красных там также, чтобы вот эта децимация там, да, вот это самое показательное расстрелы своих солдат же там, да, за отступление, за то, что они отступали. То есть спаял жестко там дисциплину. В сентябре Казань была освобождена Красной армией. Сам Троцкий командовал, руководил, а он как это, организатор был. Не только жестокостью, конечно, он и сам по себе умный человек все-таки был, там, это грамотный. Организовали там, да, это самое. Краснов в это время находился в Пермский край, там, сбежал. Ильмень сбежал к себе на родину, в Ядринский уезд, там, как же это самое. Потом они, да, в себя в деревне находился, да, потом. Но потом, ему потом, кстати говоря, припоминали, а ты что там вообще там целый месяц сделал? Там, Казанский совет, там, говорит, как же там с контрреволюцией борется, там, вот эти курмышские восстания, там был же в 18 году уже как раз, а он там никак себя не показал. Ну, правда, потом он доказывал, что я там уже лицо распространял, но, скорее всего, он, наверное, тоже ждал просто, чем ситуация кончится и как там дальше повернется. Просто на чью сторону переходить, да? Ну, ситуация такая, он все-таки, как же, это самое, он еще достаточно, не будем упрекать его в этом. Там, это самое, это, ну, на самом деле, а куда ему подаваться там, да? Он, с одной стороны, конечно, ну, сложно ему там, то есть у него, с одной стороны, уже и со Сталиным уже какие-то отношения выстроились. Кстати, у них со Сталиным очень хорошие отношения были с Ильменем. Потому что, ну, он дипломатичный Ильмень такой, как же это самый умный, как же это самый Сталин, тоже такой, ну, по темпераменту. С Красновым бы они явно не срослись бы. Тут Краснов, он слишком такой энергичный, такой в темпераменте, взрывоопасный, там, мог и нагрубить, нахамить. Это у него часто было, и на съездах он там даже выступал, там, даже и вообще по его там действиям, там, тоже это самое. У Ильмени там сложилось, там, то есть, там, и так, и сяк, и это самое, как же это самое, там, ну, ладно, это... Не могу пока сейчас сказать, потому что мало свидетельств, там, конечно, реальных там, но пока, ну, да, это отдельный разговор.
Вот. Итак, Красная Армия вернулась у нас в Казань в сентябре 2018 года. Здесь, конечно, все кардинально уже после этого меняется. Все эти чувашские правые эсеры, Чувашское национальное общество, они все уже ушли на восток. В Уфу сначала уехали, они там, Алинов, Васильев, Николаев, Юман, там все остальные, там, как Титов, там они все ушли в Уфу, там, уфимской директории, там они участвовали там, в образовании съезда, там, как же... Чувашское национальное общество вынуждены были, Ильмей даже издал указание о признании Чувашского национального общества контрреволюционной организации, приказ номер 1, после как раз, это в сентябре, точно не помню число, там, да, был издан приказ о том, что Чувашское национальное общество контрреволюционная организация, члены ее подлежат аресту, да, то, что вот это самое знаменитое, там как раз вот это самое. Там репрессии начались, там расстрелы начались, там, то есть вот чекисты там начали расстреляли, Хури, Николаева Хури там расстреляли, там как раз в это Агафью Гаврилову, Николая Рубачева, там как же это самое, то есть времена очень сложные были, там, конечно, там были карательные вот эти как раз уже чекистские подразделения, которые там не церемонились, там, конечно, там, да, это самое. И в таких условиях бросать, конечно, вот этим чувашским левым эсерам, конечно, это все дело. У них рыльце, конечно, было в пушку, там, да, но тем не менее они начали проявлять, опять нас вспомнили про объединяющие моменты советской власти с большевиками. И уже в конце сентября и в октябре месяце начинается массовое вступление чувашских деятелей в партию РКПБ большевиков. То есть, если вы помните, там, как же там, да, когда там, кстати, говорят, что национальные деятели чувашские, там, член партии с 18 года, это идет речь не о зиме, не январе, не лето. Массово началось в октябре месяце. То есть они прям десятками по районам распустили разнарядки, так что там как же это самое в партию. То есть и многие, кстати говоря, члены уездных советов, они потихоньку там как же бывшие левые эсеры начинали вступать уже в партию большевиков. Ну, то есть, А с какой целью разнарядка была спущена? Для того, чтобы у нас чувашки любят же показывать такое хорошее, такое позитивное такое действие в унисон вместе с властями. В хорошем смысле слова это имеется в виду, да. Поэтому вот массовость там, как же это самое, поэтому, ну я без иронии еще раз говорю, подтверждаю, потому что, и поэтому как же то, что нам необходимо, то, что наш эсеровский проект не получился, поэтому все дружно идем в партию большевиков. То есть это не центральная власть спущена, а вот именно Да. Тогда они хотели, знаете, как сделать? Они хотели создать спасти вот этот левосоциалистический комитет, который уже себе, как же, естественно, уже это самое полностью показал свое, что, как вы потом писали, кулацкую свою сущность была, левосоциалистическое кулацкое прикрытие, там, как же это самое, так и писали они, там, да? И хотели на базе него создать Чувашский коммунистический комитет. То есть переименовать в очередной раз, там, это хорошо. И вот это, сделать вот эту идею Халах-Ханаш Народного совета под грифом уже коммунистического комитета. Но там в Москве уже сказали, что не надо никаких комитетов. И сделали из них там уже тогда же осенью, по-моему, в ноябре, сказали, что не будет у вас никакого комитета, будет у вас чувашская секция при Казанском губкоме партии. То есть он там как же это самое. Ну, потому что уже, как я сказал, дискредитировали себя уже, там уже не было такого, как же, чтобы такого можно было там, да. А вот массовым таким вступлением они как раз хотели бы это в политические очки набрать. И набрали. Набрали там то, что как же это самое. И у них, в принципе, сам Краснов уже пытался восстановить свой комиссариат. Он на базе вот этого комиссариата создает отдел по делам национальностей. В октябре 2018 года в Казани. Он стал организатором, идейным вдохновителем, чтобы сделать отдел по делам национальности при Казанском губкоме, губсовдепе, с чувашской, марийской и мусульманской как раз под отделами. Да. Он хотел фактически там вернуться, как же прежние вот эти комиссарские функции, но потихоньку ему там, конечно, и он даже для того, чтобы доказать, что он был, еще раз говорю, что человеком он, конечно, был центральным. И вот, насколько известно, был он единственным, кто стал из чувашских деятелей, которые в то время, которого заставили каяться и переходить в партию большевиков публично. То есть он в прессе издал свое заявление, где он говорит, что я ошибался, когда выступал против большевиков. Партия левых эсер – это партия эфемерная, пустая. Я ошибался, раскаиваюсь.
То есть его заставили, как же в октябре 2018 года, он там прямо как же прям в газете, прямо как же центральное казанское знамя революции, он там напечатал вот это самое, как же свое там то что. И он как же вступил в партию. То есть он рассчитывал, что он вернет свои комиссарские полномочия, и потом как же там дальше это самое. Но фактически там свели, там даже не то, что это был уже подотдел, там даже как бы сказать, вот этот чувашский потом отдел, там как же это самое, его даже свели там до подотдела, даже уже не отдел, а до подотдела, там, да, это самое, не комиссариат всероссийским масштабом, а подотдел отдела Совета. То есть, и он выступал против этого категорически, то есть он там как же это самое, пользуясь своим авторитетом политическим, который у него было, как же это самое, он там до скандала, заседания исполнительного комитета, они говорят о том, что он там демонстративно даже сложил какое-то место время полномочий свои, там, то есть как же отказался там, да, но однако же там, кто победил, то это диктует свои правила, там, то есть они там заставили, потом в итоге он все-таки вообще даже уже окончательно ушел из этой подсекции. И потихоньку он начал, конечно, работать уже, понял уже, что вот этот проект уже возрождение комиссариата не получится. Начал работать, нет, подождите, он думал, что получится, но опять вот этим путем, но уже сам не мог быть главным лидером. То есть он пытался возродить вот эту идею комиссариата всероссийского через чувашский отдел. И если посмотреть документы, вот этот чувашский отдел в 18, 19, 20 году, то есть он всегда подводит к тому, чтобы нужно нам вот этот чувашский отдел перевести в Казань, да, при наркоматии, надо перевести в Казань и назвать его комиссариатом. То есть дословно, практически, дословно сделать то, что как раз это, назвать его опять комиссариатом по чувашским делам, ну теперь уже при наркомнации, там, да, это самое. То есть, и они там как же это... И вплоть до 2020 года всегда они ставили вопрос о переводе вот этого как раз вот этого. И причем как раз, когда они даже издали, уже приняли положение о трудовой коммуне, да, который, помните, наши чувашские уезды, которые здесь. Но при этом они говорили, что комиссариат чувашский должен находиться не в Москве, а в Казани. То есть у них это как же стало таким прям такой. И вот этот сам проект Краснова, он пытался там, они дальше в этом до конца реализовываться. В дальнейшем это уже не получилось. Не получалось, там уже это отдельная история, 2020 год. Краснов там отметился опять-таки на Всероссийском чувашском партийном съезде коммунистов в феврале 2020 года. Он там выступал с докладом о Татаро-Башкирской республике. Тогда, как я ему говорил, что съезд наш выразил поддержку Татаро-Башкирской республики, там, да, как же чувашский съезд. Все. А давайте все-таки вернем Татаро-Башкирскую республику, потому что такая губернизация им очень не нравилась. Поэтому хотя бы Татаро-Башкирская республика, потому что у них были договоренности. И как раз вот Краснов агитировал за этот проект. И съезд большинством, не все соглашались, симбирцы против этого выступали. У нас до сих пор сейчас, это как же в нашей литературе, некоторые историки пишут нам до сих пор, что якобы этот съезд выступил против Татаро-Башкирской республики. Это не так. Потому что они аргументируют мнением симбирской как же резолюции. Но всероссийский большинством принял в поддержку Татаро-Башкирской республики и вхождение всех чувашских уездов в ее состав. То есть это там все четко читается, и просто у нас до сих пор еще на старых советских позициях пытаются, там, как же упираются, это все, но... И причем достаточно на хороших условиях. То есть это нельзя сказать, что это не так, как сейчас мы войдем в состав бета-татари, там, да, то есть мы там, собственно говоря, мало кто там себе будет. А в те времена, если посмотреть положение трудовой коммуне, что будет в составе Татаро-Башкирской республики, у нас будут свои самоуправляемые регионы, и причем с прямым подчинением не Казани, а кому? Москве. То есть непосредственно Совнаркому. То есть там была двойная гарантия. Во-первых, то, что самоуправление и подчинение не татаро-башкирскому руководству, а Москве. Непосредственно уже как же, Совнаркому Ленину и всем остальным. Ну, потом у нас получилось так, как получилось. Образовалась отдельная Чувашская автономная область. Потом как же все это самое. Краснов в этой автономной области уже был, как же, не имел такое большое решающее значение, потому что, естественно, с его таким прошлым уже сложно было выстраивать отношения. Он там занял должность заведующего по делам здравоохранения. Он руководил в 2020 году, то есть здравоохранение. Значит, он поступил в то время, вообще он занимался очень много самообразованием. В 18-20-х годах сначала он учился в северо-восточном
археологическом институте, то есть который там был. Потом в Казани юридическом университете учился, не закончил. Потом московский, но это в 20-х годах поступил в московский уже этот медицинский институт, который он уже закончил. Потом в дальнейшем. Потом в Ленинграде аспирантуру закончил, это как что-то самое, то есть труды у него по медицине, то есть он еще у нас знаменит как деятель по здравоохранению, поэтому я говорю, Чувашская энциклопедия, он там в первую очередь так фигурирует у нас. Судьба у него там, он как же неоднократно пытался там как же поднимать вопрос о том, чтобы он принимал участие. Он был бесценным, конечно, человеком, который обладал большим количеством информации, и он пытался писать про это. Он проводил исследовательскую работу, он написал несколько работ по истории революционного движения, по образованию. Естественно, он там все это редактировал, фильтровал все, что ему нужно приходилось писать. И он прям так и писал, что вот эта идея культурной автономии, которую я придерживался, прям написал, это было вследствие моей невоспитательности, то есть необразованности. Ну а как еще по-другому напишешь? Не напишешь, что я был Ленина не поддерживал, да? Лучше написать, что я был темный, да, еще недозрелый, классовый недозрелый, там, да, это самое. Но, конечно, многие моменты, конечно, он предпочел, естественно, вообще не указывать, там, как же это самое. Но одна работа его там была опубликована, это февраль-октябрь на чувашском языке. Другие на русском языке он готовил тоже, они были недопущены там, по различным причинам, там, как же это самое. Его начали критиковать, что он проводит контрабандой эсеровские идеи. То есть он говорит о руководящем значении СССР в революционном преобразовании Чувашии, что категорически запрещалось у нас. У нас же только большевики же там, да, это самое. Хоть он пытался. Причем в этих воспоминаниях он неплохо отзывается об Алюнове, Васильеве. Говорит, что был бы неплохо, жаль вообще, что они, конечно, перешли на другую сторону. Вот сейчас нам бы эти товарищи. Кстати говоря, вот знаменито известно, да, что Алюнов в 20-м году в тюрьме находился, с ним как раз разговаривали о том, чтобы обратно вернуться. То как раз разговаривал с ним Краснов. Да, то есть он с ними это хорошие отношения сохранил. Обратно, в смысле, вернуться куда? Чувашию. И работать там, да. Но говорят, что отказался, говорят, там разные версии там был, но официальная версия там то, что он как же это сам не дождался, потом просто умер он там в тюрьме. Там. Ну, есть и другие версии, что он из окна выпрыгнул, чтобы с собой покончить. Краснов проводил большую работу, чтобы вот консолидационная. Однако же это все не спасло его от репрессий. В 1937 году, как положено, был арестован. А основания какие были? А вот и прежнего деятельности. То есть через 20 лет вспомнили о том, что... Да, конечно. То есть они находились же там это вот этот сам приказ, суть приказ 1937 года, там не то, что там, да, давайте вы будем искать с огнем, там, как же это самое, всех этих антисоветских деятельностей. Там в приказе написано, что имеются списки, которые раньше вот так вот, как же это самое, они там, как же это самое. Поэтому вот этих, кто стоит на учетах, их посадить, часть посадить, часть отстрелять в профилактических целях. Так и написано в профилактических целях. Ну, потому что они начинали заниматься саботажем, там, что это самое, то есть они обосновали там все это самое, там, да. Он, конечно, находился. Конкретно дело его существует? Да, конечно. Да, конечно. Что написано? Вы его видели? У меня статья по поводу этого дела есть. Правда, она не до конца будет, так и не публиковалась, но я ее много использовал. Что там в деле-то вообще? Мне Вот интересно. так, чтобы... Я читал его лет, наверное, 6 назад уже. Я немножко конкретные формулировки, сейчас я могу немножко в чем-то То есть ошибиться. оно большое, маленькое, там Конечно. доказательства какие-то? Такой человек не может быть маленьким делом. У него там, как же это самое, дело было там... Да, там на него там дело было такое нехилое. У меня много работ насчет этих репрессированных, но там было у него, за счет того, что он участвовал, принимал участие в прежних вот этих действиях, он же был, проводил контрабанды, опубликовал вот эту книгу антисоветскую, февраль-октябрь, антибольшевистскую. То есть это одна из... году? Он публиковал в 1931 ее. То есть одна из обвинений, там, что вот эта книга, потом то, что он входил в состав вот этих контрреволюционных организаций, ну, вообще, которые в 30-е годы существовали, что он, по крайней мере, там не был, что он активным участником, но, по крайней мере, что он входил в состав. То есть, А как же доказательства там были, что он реально входил в состав?
Ну или просто писали следователи, что Он имеет в виду, на чем сходилось, вообще а дело доказательная строилось там? база, да, на чем основывается? Просто Там, интересно обычно. там доказательная база, во-первых, это как же это... Нет, там особо там не было. Из свежих имею в виду. То есть А не то, что он там 20 основание- лет назад делал, а вот из недавних. Основание для реабилитации как раз было то, что у нас это как же вот эта деятельность, существование вот этой контрреволюционной организации в 30-х годах, она сейчас не доказана, когда в 50-х годах реабилитировали. То есть там такая формулировка была, что мы не считаем, что была такая организация, прокуратура писала. И что тем более уже статья 58, ну, то, что вот это участие, она уже не подтверждается. Но у него было, конечно, вот эти его книги, его там действия, потому что нашлись у нас люди, которые тщательно проанализировали его работы, показали наглядно, что он там вел антибольшевистскую там агитацию, эсеровской контрабандой, как они там говорили. Ему дали немного, 8 лет трудовых лагерей, то есть не расстреляли. Да. Нет, он его до 40-го года, там, как же его там в тюрьме сидел, потом дали ему 8 лет трудовых лагерей, он их отсидел, потом уехал в Ленинград, там у него там как же семья появилась, потом в 50 каком году опять началась новая волна репрессий, в начале 50-х годов, и его опять арестовали, то, что он находился на учетах, там, отправили в Казахстан, там тоже опять на поселение, там он умер. Вот. Но при этом он, конечно, в деле там не соглашался, я там идейный деятель, там, да, вообще там, конечно, все это самое. А анализировал кто, какие там коллеги его или случайно совершенно люди, вот его работы, в котором... Коллеги, Я так понимаю, что донос был? Ну как донос? Донос — это когда человек написал и отнес. А если человек сидит в тюрьме, там как же и дает на него свидетельские показания, это уже не донос. Ну, то есть, ну, специально под него копали или нет, под Краснова? Следователи, просто как бы там, если большой объем, когда массовые репрессии проводятся, там очень тяжело, скажем, собирать какие-то... Ну, говорю же, там проводили, то есть, это, как же это самое, очные ставки, экспертное заключение его там работы, где там это были, там, как же, его работу проанализировали и показали, там, что вот у него там... Лингвистическая экспертиза. Да. Ну, тема репрессий там, да, очень интересная, там, потому что работая в архиве, там, мне пришлось, конечно, написать там несколько статей по репрессированным, то есть как раз вот основные деятели национальные. Ну, сложный вопрос, там, как же разбираться тяжело, очень интересно, потому, ну, интересно, конечно, но вот это нужно. дело не опубликовано, не само дело, документы не публиковались, они просто в архиве лежат, и к ним, ну, его Уголовное дело? публиковать, Краснова дело. У нас вообще мало что опубликовано, уж не говоря об этом. Интересно же, на самом деле. Нет, просто- он имеет в виду, сохранилось Да, на ну, бумаге вот это дело самое дело. сохранилось на Дело бумаге, есть, правильно, да, ну вот, дело есть. а его не пытались опубликовать, срок давности, наверное, там никакой секретности уже нет у него. У меня статья на интернет-сайте архива стоит по этому поводу. Ну, это просто статья, а сами... То есть как раз связано с репрессией Краснова по статье 58, уж даже забыл название ее, там, как же, надо напечатать ее, конечно, пока только, то есть в интернете она есть. А вот эти вот все совещания, мне вот интересно, которые вы говорили там, Ага. где вот принимали всякие резолюции туда-сюда, они как на каком языке проводили все? На чувашском, на русском? Протоколы ввиду, это как же там были обязательно на русском. То есть некоторые протоколы были на чувашском, там писались, там, как же, но обязательно дублировались на русском. А, нет руки, я так понимаю, да? Это не печатная машинка? А потом печатали на русском, печатали машинкой. Ну, чувашской печатной машинки, наверное, не существовало? Или существовало? Что? Нет, чувашской я не встречал такой. Нет, ну а вот эти книжки, помнишь, ты мне показывал на чувашском языке вот у кого-то? Нет, а были? протокол-то, наверное, от руки на чувашском языке, не печатали на машинке, наверное. Мгм. Протокол, То есть от руки, да? Мгм. Все-таки он как, вот если подвести итог? Левый эсер или чувашский национал-социалист? Ну, по своему, конечно, общему деятельности, конечно, да. Он, конечно, ну, почему социалист, понятно, потому что он классовая борьба. То есть он изначально признавал, он изначально полупролетарский, скажем так, личность, там, то есть он выступал против нашей всех наших там как же буржуазии, там как же это купцов там всевозможных, там как же это самое, то есть для них это, то есть классовая борьба для них это было однозначно там, да. Но вот еще почему я как раз назвал именно национал-социалистом, да, что он социалист, но как раз национально ориентированный. Но еще раз подчеркиваю, без вот этого фашистского шовинистического толкования, которое у нас и сейчас за этим за словом нацист. Да. Кстати, нацист это тоже аббревиатура, а слово по-немецки там НЦ, там, да, это самое нацист появилось. Сейчас просто нацист, изначально у них партия была в Германии, но потом они дискредитировали свои идеи вот этими концлагерями, вот этой расовой теорией, массовым убийством,
То есть они изначально дискредитировали. Там. Сама по себе эта идея была позитивная, интересная. Но в нынешних наше время, конечно, национал-социалистические партии, это, конечно, крайне не актуально. То есть у нас времена сейчас демократические. Социалистические, это вот как раз вот вопрос у нас обсуждался, кто-то выдвинул там насчет национал-либерализм. Ну, это совершенно абсурдная фраза, потому что либерализм, он подразумевает, что свободу, там нет никаких ограничений. А социализм, где-то какие-то свои самоограничения есть. Ну, национал-либерализм имеется в виду либерализм в каком-то национальном государстве именно. Это изначально либерализм, он всемирного масштаба. Ну, это естественно. Там общечеловеческие ценности, там не могут быть никаких рамок. Есть же все равно границы государства. Нет, там изначально... То есть... А общечеловеческие ценности же признают, скажем, меньшинство всякое, то есть национальное меньшинство. Нет, ну там общечеловеческие, социализм, он всегда там внутри у себя там выводит какие-то определенные рамки. Там, в частности, большевистский социализм, как же вот этот социализм, который у нас там строили, это классовый подход там, да, о том, что обществом должны руководить не попы, не буржуазия, не торговцы, там, как же это самое, а трудящиеся, рабочие колхозники. То есть изначально, то есть, как же ограничение уже идет. То есть социалистическая идея, она, к сожалению, такая, что она вносит множество своих внутренних рамок, то есть ограничений. Ну нет, если, наверное, говорить о социализме, все-таки социализм, наверное, это не признание классовой борьбы, это отрицание капитализма. Вот это гораздо будет более правильно, потому что если мы посмотрим... как раз и отрицают капиталистов, это и есть. Манифест коммунистической партии, отрицать можно по-разному, Гитлер тоже по-своему капитализм отрицал. Я имею в виду о том, что, допустим, если мы в манифесте посмотрим коммунистической партии, то там Маркс с Энгельсом пишут, скажем, допустим, реакционный социализм, революционный социализм и консервативный эсеры социализм. вообще манифест не признавали. Ну, нет, однако, что просто как же это самое... Он их тоже признавал социалистами, хотя они, скажем, далеко не за классовую борьбу. Например, были буржуазные социалисты, которые говорили, что капитализм, в принципе, неплохо, но немножко поправить. Он их тоже социалистами признавал, но они не признавали классовую борьбу. Поэтому правильно, наверное, определение социалиста – это антикапиталист. Хорошо. Итак, вот сегодня, подводя итоги, там хотел сказать, что да, у нас есть ряд еще не совсем рассмотренных таких личностей достойных, которые у нас еще не дана им полная оценка, они мало известны. Да. Вот у меня на прошлом круглом столе спрашивали, там вопрос прозвучал, а где можно узнать литературу об этом? Вообще, где можно почитать там, да? У нас, к сожалению, такой сейчас современный такой справочный характер мало. Вот я порекомендовал книгу Леонтьева «Хепар», там, да, вот как же, где он там много издал. Ну, там тоже далеко не все. В советское время издавали, был интересный сборник, они боролись за счастье народа. То есть 4 тома там, про всех основных коммунистических деятелей, которые там более-менее все хорошо. Все, уходим. Караул устал. Покажи на камеру книжку. На камеру книжку покажи. Покажите книжку. Сейчас, секундочку. Я не про эту книжку говорил, там, то есть они боролись там, да. В перестроечное время выпустили продолжение в 2 томах, вот как раз вот те, которые не уложились в советскую идеологию, они здесь выступили, как же указано, то есть назвали как раз их имена останутся в истории, но здесь тоже очень много такой перестроечного перебора, потому что, объективности, то есть надо писать новые, но материал есть. Все, спасибо за внимание.